Многие из вас, не все, конечно, просто терпеть не могут школу, вечные уроки, нотации. Еще недавно они были на месте этих учеников. Сегодня прославленные ингушские спортсмены. Четырехкратный чемпион мира по карате, чемпион России по боевому самбо, боец Международной лиги ММА Ингисхан Оздоев рассказывает, как не любил учиться, но каждый раз заставлял себя. Так он сформировался как личность. Образование и спорт никогда не разделял. Он считает, что это неотъемлемые части. Они идут параллельно друг другу. Любой юноша, там субилы, война. Он должен быть не только вот, физически подготовлен, но и умственно. Так образование то, что мы там можем там, бить, кидать, бросать, это, конечно, хорошо, но все-таки Ингисхана в Ингушетии также многие знают как отличного математика. Если раньше он преподавал в школе, то сейчас занимается репетиторством и подготовкой детей к ЕГЭ. Спортсмен отмечает, что у ребят в последнее время появилось слишком много времени, и они выпали из контроля своих родителей, поэтому часто поддаются вербовке радикалов. У нас раньше тоже вот проходили такие мероприятия, и нам это казалось, что, что такое терроризм. У меня там был ученик с 5 класса, в общем, я его там, как своего родного человека, любил, растил. А этот парень, знаете, попался под влияние вот именно вот эти вот радикалов. То есть, ему стукнуло 16 лет, и его завербовали. То есть он попал под влияние вот этих вот террористов, и сейчас ему, ну, уже там, его осудили уже, там, он уже на 8 лет уже сидит там. Его посадили, вот недавно, прям неделю назад. Много свободного времени также толкает людей к вредным привычкам, уверен Калой Картоев. Серебряный призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Турции по вольной борьбе рассказывает ребятам, что в его детстве он с трудом успевал высыпаться из-за бешеного темпа жизни. Поэтому мысль попробовать запретное никогда не возникала. Спорт, совмещение и учебы, и спорта мне помогло, чтобы не отвлекаться на ненужные вещи в этой жизни, на плохие привычки, всякие плохие привычки, которые обычно бывают у людей, у которых есть свободного времени много. Вот, например, у меня, как я просыпался, начиная с учебы, заканчивал вечером в медресе, и у меня даже сил не было, чтобы отвлекаться на какие-то другие вещи, которые меня бы увели бы не в ту сторону. Минутное удовольствие может затянуть и испортить всю оставшуюся жизнь, отмечает Калой Картоев. Школьники, по его словам, должны найти себе любимое, а главное полезное занятие, которое поможет приносить пользу своей семье и обществу. Помимо этого, помогать родителям, ходить в мечеть, учить Коран. Вы должны заниматься теми вещами, которые будут вам полезны в дальнейшем и будут радовать ваших родителей. У нас в республике очень много примеров людей старших, да, и для меня даже сегодня, и для вас, которые только начинаете жить. Очень много примеров наших ингушских и спортсменов, и политиков, и бизнесменов, и писателей, и героев. Такой маленький народ, но нам есть чем гордиться. И вы должны знать все их имена и брать пример с этих людей. Особая роль отводится родителям. Именно они должны контролировать своих детей, отмечает Калой Картоев. Встреча с известными спортсменами для гимназистов стала мотивирующей. Именно такие мероприятия, проводящие именно нашему поколению, от которого зависит наше будущее, они должны проводиться, так как накануне сдачи разных экзаменов, и это очень довольно-таки хорошая мотивация для всего поколения, особенно для Ингушетии. Встреча, организованная Всероссийским межнациональным союзом молодежи по Ингушетии, длилась почти час, а в завершении обязательно памятное фото. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.